Глава государства Аслан Амжани принял председателя правления РКС Сергея Степашина, а затем всю делегацию Российского книжного союза. Добро пожаловать в Абхазию. Мне очень приятно, мне и моим коллегам, вас встречать сегодня здесь, в столице нашей республики. Вы приехали с доброй гуманитарной миссией. Это нам очень симпатично, потому как мы планируем жить и развиваться дальше, несмотря на те сложности, которые имеют место быть сегодня. И наша с вами встреча, и тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, и то, с чем вы приехали, является свидетельством тому, что все у нас будет хорошо. Председатель правления РКС Сергей Степашин в свою очередь отметил, что их приезд в меньшей степени о книжных делах. В центре внимания развитие отношений между Россией и Абхазией. Жизнь, во-первых, показала, кто из друг, на самом деле. Показала, давайте говорить откровенно. И второе, с учетом ограниченных возможностей наших контактов со многими другими странами, в том числе нашего бизнеса, давайте тоже откровенно говорить. Абхазия, с моей точки зрения, может быть просто островом счастья. Ну, не остров, конечно, а республика. И климатические, и природные условия, человеческие отношения, и историческая память, что называется. И потом, ну, действительно же, вот мы проехали, с Дауром поговорили, посмотрели. Конечно, очень хотелось, чтобы Абхазия, скорее всего, была без следов войны. Вот, я думаю, что это мы должны решать все вместе. Далее состоялось подписание меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии и некоммерческой корпоративной организацией «Российский книжный союз». Документ подписали министр культуры Даур Кова и управляющий вице-президент РКС Леонид Палько. В завершении встречи глава государства Аслан Амжани подарил Степашину 6 памятных монет по мотивам произведений Искандера, а также книгу «Старый Сухум». В свою очередь Сергей Степашин подарил президенту ряд книг, в том числе и новую книгу Рафаэля Гусейнова «Путь Путина». Затем в фойе Абхазского драматического театра состоялась презентация данной книги. В ее основу легли 10 больших интервью Путина в период с ноября 2021 по июль 2022 года. Продолжительные беседы, которые позволили раскрыть новые краски в образе самого популярного мирового политика 21 века. Идея провести презентацию именно здесь принадлежит Сергею Вадимовичу Степашину, потому что мы делали презентацию до этого, значит, в Москве и в Санкт-Петербурге, а это первая зарубежная, будем так говорить, презентация, значит, за пределами Российской Федерации. И вы знаете, у этой книги есть маленькая история такая, она наша, значит, мы где-то примерно год назад я зашел к Сергею Вадимовичу, Сергей Вадимович, а как мы будем поздравлять нашего президента Владимира Владимировича Путина? Он говорит, ну а в этой ситуации как? Это все-таки протокол. Ну как книжники нам вот бы сделать в книгу. Он говорит, есть идеи, есть идеи. Идея вот такая, значит. Он ее полностью поддержал, подписал письма, какие нужно было, там, с поддержками и так далее. И мы начали над этой книгой работать. Уже говорили, что Рафаэль Гусейнов, бывший, значит, совкор «Комсомольской правды», задает вопросы Рою Медведеву. Рою Медведеву, который 96 лет, который испытывает симпатию к Владимиру Владимировичу Путину. И, как нам рассказал Рафаэль Гусейнов, это было, знаете, очень такой интересный был труд, потому что инициатором, таким вот мотором являлся сам Рой Медведев. Я очень люблю историческую, мемуарную литературу. Ну, я бы эту книгу не отнес ни к тому, ни к другому. Она какая-то своеобразная. Это 20 интервью на 400 страницах о 20-летней жизни национального нашего лидера Владимира Владимировича Путина. В книге прослеживается путь президента за 20 с лишним лет. Кроме того, читатели смогут увидеть ранее нигде не опубликованные фотоматериалы, посвященные жизни Владимира Путина. Во-первых, я хочу сказать, что великолепное издательство. Ну, давайте так, кто читает книги, я так понимаю, здесь все читающие, сначала берешь книгу, ее руками потрогал, полистал, потом уже начинаешь вникать в содержание. Потому что живая книга, в отличие от электронной, она живая. И она должна быть красивой. Она должна тебя привлекать к чтению этой книги. Поэтому издательство великолепно. Уникальные фотографии. Нам администрация президента Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Владимировича, помог и представила ряд фотографий, которые раньше никогда не публиковались. Книга богато иллюстрирована и адресована самому широкому кругу читателей. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.